Меня зовут Дамир, многие меня тут знают. Я серийный предприниматель, инвестор, у меня несколько компаний в портфеле. Основная деятельность у меня связана с IT. Я совладелец компании, которая делает SaaS B2B продукт для логистических компаний. Мы централизуем процессы в логистике, в частности в курьерских службах. Также я занимаюсь строительством частных домов, коттеджей. Я селлер на маркетплейсах. У меня криптоотель в Красноярске. Мы перепродаем электричество для майнеров. А также у меня 11 студий балета. Везде, кроме IT, я как инвестор, финансист и отвечаю за бездев, за стратегии компании. В IT же я применяю свою айтишную экспертизу, являюсь в том числе Head of IT, отвечаю полностью за реализацию продукта. С Айнуром мы состоим в одном бизнес-клубе «Сильные люди». Также есть, не хочу говорить в прошедшем времени, есть такой бизнес-клуб «Акбарс», который сейчас... Мы тоже сотрудничаем. Да, мы проходим такую немножко реструктуризацию в этом клубе. Можно сказать, что я являюсь представителем бизнес-клуба «Акбарс» здесь, в штабе «Татар». Так что у кого есть какие-то вопросы по инвестициям, по тому, как начать свое дело, по треку, что угодно, в общем, можете ко мне подходить, задавать вопросы, пока я здесь, не стесняйтесь, буду рад всем помочь и ответить. Молодец. Давай, кто еще смелый? Давай. Я сам занимаюсь профессиональным коучингом предпринимателей, помогаю ставить цели амбициозные, выстраивать стратегию достижения целей, работать с командой, как раз вот вопрос не просто так задал, освобождать время и увеличивать выручку. В том году так помог одному башкирскому предпринимателю увеличить оборот компании с 352 до 637 миллионов. По бизнесу мы ищем возможности выхода на рынок Москвы и других регионов, где требуется продукция халяль. Под это тоже привлекаем инвестиции на расширение производства. Ну и по коучинговой теме, если кому интересно, готов пообщаться, я за новые знакомства. Я наемный работник, я никогда не работала предпринимателем, но я менеджер среднего звена, хотя уже, наверное, не среднего. Но, собственно говоря, я лет 10 занимаюсь проектным финансированием, ребята. Если у вас есть вопросы, могу бесплатно просто дать пару советов, как упаковать ваш проект так, чтобы в него вложились инвесторы. Я работала лет 5 в Газпромбанке, 4 года я занималась секьюритизацией активов проектного финансирования, писала методологию по исламским банкам, по оценке кредитного качества, по исламским финансовым продуктам, сукук, зеленым финансированием занималась. Сейчас я разрабатываю методологические продукты для оценки кредитного качества инвестиционных продуктов в разных сегментах. Так что, если есть вопросы, подходите, бесплатно посоветую. Коучингом не занимаюсь, просто татарам помогу. Саунд-продюсер и модель. Вот. Продвигаю свои услуги как преподаватель по вокалу, выпускаю песни, выступаю на таких крупных проектах, например, как вот было мероприятие ОАЕ, Россия, Арабские Эмираты, была главной певицей в оркестре российско-арабском. Вот. Матч ТВ, телеканал, прямой эфир был, тоже была там певицей, с гимном Канады выступала. Ты бы на открытии чем-нибудь, вот косметики чем-нибудь там, нет? Да, с удовольствием. Вот. Правда. Да, я как бы вообще пою на 16 языках и на татарском в том числе. Вот, замужем? Я нижегородская татарка. Замужем? Нет, не замужем. Вот. И начала свой путь с Розы Хабибульной Джафаровны, может, кто-то знает. Вот. Была совсем маленькая, мне было 3 годика, она меня взяла к себе заниматься, и уже там с 5 лет я была на большой сцене, и потом продвигалась дальше. И сейчас я уже саунд-продюсер, продаю песни по регионам, как бы перевожу на татарский язык. Ну, в общем, вот так вот. Всем спасибо. Успехов, все получится. И вот ты показал твои планы, да? Самое главное, не сказала. У меня сейчас есть бизнес-план, и я как бы привлекаю инвесторов, общаюсь по поводу того, чтобы стать суперзвездой, поэтому вот я уже полностью готова к этому. Если что, у меня как бы вон есть презентации, и вот могу с удовольствием пообщаться. Меня зовут Рустам. У меня есть несколько направлений, тоже являюсь серийным предпринимателем. Мы занимались по проекту леса, первичной заготовки леса. Сейчас его закрываем. Также позиционируем как сеть терминалов складского хранения Мобисклад. У нас 6 центров в Москве, 6 в Санкт-Петербурге и 1 в Челябинске.
Кроме того, я возглавляю экологическую компанию Edelweiss, также возглавлял до недавнего времени юридическую службу ЦСКА, обучаю финансовой грамотности и помогаю создавать пассивные источники дохода. Ну так вкратце обо мне. Кроме того, являюсь действующим инвестором. Ну и, наверное, вкратце все. И люблю по утрам пить кофе, поэтому если... Да. Поэтому подписывайтесь, в 7 утра всех на зарядку, с правильным кофе, с пробежечкой, со спортом. Ну и, конечно, дружу со спортом, с активным здоровым образом жизни и приобщаю окружающих к этому интересному мероприятию. Также люблю путешествовать, спорт, активности всякие, горные лыжи, водные лыжи. Вместе выезжаем кататься на лыжах. Да. Следующий проект, собираемся открывать горнолыжный сезон в Хибинах, поэтому, кому интересно, пишите, бронируем отель большой. И не забывай, что я буду находиться в штабе Татар. Штаб Татар, само собой. Давайте поаплодируем. Меня зовут Марсель Мустаев. Я занимаюсь строительством газопроводов, имею 3 высших образования: инженерное, юридическое и музыкальное. Пишу песни не только для себя, но и для других артистов, но и для компании. 4 года назад написал песню для ВТБ на юбилей, которую исполнили Артик и Асти и «Руки вверх». Так что обращайтесь, кому песни нужны, особенно вот у нас певицы есть, да. Можно заколлабиться, что-то совместное замутить. Перед тем, как И сегодня тоже можно обязательно все вместе попеть, обязательно, когда будет неофициальная часть. Да. Еще хотел Эмиль представиться, давайте ему тоже слово дадим. Меня зовут Эмиль Сулюкманов. В отличие от большинства из вас, у меня может быть попроще. Я веду только исключительно юридическую деятельность. Занимаюсь этим уже довольно долго, я имею в виду в качестве самостоятельной именно предпринимательской деятельности. Из таких профессиональных достижений, наверное, самых больших, это когда я выиграл ряд беспрецедентных дел против Министерства транспорта Российской Федерации в сфере транспортной безопасности. То есть был закон, а практики не было. И вот именно те решения, которые я добился на всех инстанциях, вплоть до Верховного суда, это был прецедент, благодаря которому до сих пор, это уже прошло 5 лет, транспортные компании в транспортной безопасности работают благодаря этому прецеденту, потому что иначе монополия Минтранса их забила бы. Вот, соответственно, накопив опыт, я сейчас пишу диссертацию по транспортной безопасности, по истории транспортной безопасности точнее. Занимаюсь я не только транспортом, у меня есть в качестве заказчиков стоматологическая компания, строительная компания. В основном я веду их юридическую деятельность, правовую, судебную деятельность. И сотрудничаю с Тинькофф журналом. Я пишу для них юридические заключения. Иногда это бывает очень забавно, когда, например, обращаются и говорят: а может ли котик стать наследником? Я говорю: что значит котик наследник? Ну вот хозяйка собралась умирать, вот, хотел надеяться, конечно, еще и пожить, но вот у нее котик, да. Она хочет ему завещать, как Карл Лагерфельд хочет завещать ему квартиру. Я говорю: нет, нельзя, потому что кот сам имущество, он не может владеть другим имуществом, да. Кот правда у нас имущество по закону. Она говорит: а опеку ему можно оформить? Я говорю: нет, нельзя. Опеку только люди достойны опеки. В общем, я ей посоветовал какому-нибудь фонду эту квартиру завещать и сделать завещательное возложение. Тогда кто-нибудь, может быть, о котике и позаботится в перспективе. Вот. Ну, в общем, есть такие очень забавные моменты, помимо действительно серьезных дел, которые приходилось вести. Но подытожить, знаете, вот здесь собрались люди, которые прошли через большой, может быть, кто-то большой путь прошел, кто-то собирается этот путь пройти. Я вот хотел бы вам напомнить историю группы Битлз. Когда, например, они еще 20-летние совсем юные ребята объездили там Германию, Англию, в Гамбурге выступали, в драки ввязывались, спали в канавах и в конечном счете решили выходить куда-то. И вот они приходят на фирму Дека в 1961 году. Дека их прослушала, у них был свой материал, были заимствованные песни. И говорят: ребята, идите домой, гитарная группа выходит из моды. Ну, они расстроились, конечно, пошли домой, гитар не забросили, а потом обратились в другую фирму, которая их приняла, и через год сделала всемирно известными музыкантами. И фирма Дека кусает локти до сих пор, потому что отчисления до сих пор идут, но не им.
Тургеневе.